Ну, нынешний отчет правительства, она отличается от прошлогодних, потому что в этом году приехали те люди, которые население само пожелало, и мы заранее с ними, как бы сказать, выходили на связь, заранее отправлены были постановочные вопросы, они из года в год повторяются по большому счету. Ну, естественно, Сахалин Иванович это новоиспеченный министр, вот, проблему района знает не понаслышке, будем так говорить. Здесь располагается национальный природный парк Момский, Ана-Илга. Есть у нас намерение расширить территорию данного природного парка еще на 12 тысяч квадратных километров особо охраняемой природной территории. Есть опасения, что питьевая вода загрязняется именно промышленниками, которые располагаются на территории Мекомского района. Так, ну и вызывает опасения среди населения участившиеся случаи онкозаболеваний. Вот, поэтому и с представителями Министерства здравоохранения, и вновь образованный Госкомитет по делам Арктики, аж 2 человека приехало. Ну, поэтому все те насущные проблемы, которые нас волнуют и требуют незамедлительного решения, ну, они вчера уже получили соответствующий ответ. Я думаю, что данный отчет правительства будет еще в течение года прорабатываться. И мое желание такого, как руководитель района, тот же состав, который в этом году работала, прибыл в следующем году и отчиталась именно те задачи, которые были посланы перед населением, перед правительственной группой. Конечно, мы выполняем постановление правительства, которое было принято во время выездного заседания 2011 года. Вот. Ну и мы свои, как бы сказать, задачи, которые нам поставит правительство, выполняем, строимся хорошо. И, естественно, коммунальное хозяйство и энергетика несколько отстает. Например, мы в этом году запускаем аж 12 жилых домов по Момскому району. Это, как правило, многоквартирные дома, это 4-квартирные, 8-квартирные и 22-квартирные дома. Естественно, вопрос требует решения по коммунальному хозяйству. Котельные до того устарели, что они техническая возможность их уже мала, будем так говорить. Естественно, в этом году запускаем первый этап нефтебазы. Это хороший стратегический объект, и она требует тоже много энергии. Поэтому 1969 года постройки электростанции села Хану, оно никакой критики не выдерживает. Поэтому года 3 назад общими усилиями оформили проектно-сметную документацию. Стоит станция недешево, 327 миллионов рублей, это хорошие деньги. И, естественно, строительство электростанции нам как воздух нужен. Поэтому вот котельные новые, умощненные и умощненные электростанции. В противном случае, со следующего года мы будем топтаться на месте в части строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых помещений, плюс объектов социального значения. В Момском УУСе прошел отчет органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия. Мы выехали во все населенные пункты, и мы отметили живой интерес населения, жителей Момского УУСа к рабочей группе правительства. Население очень четко и открыто выражает те моменты социально-экономической жизни поселений, которые их волнуют. Есть случаи, когда люди подходили и благодарили за те действия правительства, отдельных министерств, которые они ощутили. Ну и самое главное, по моей оценке, все-таки произошел толчок, позитивный толчок в развитии Момского УУСа, связанный с принятием отдельного постановления правительства по социально-экономическому развитию Момского района. Я отметил, что происходит большой объем капитальных вложений в экономику Момского района. Это нефтебаза, объекты социальной сферы, котельное хозяйство, плюс жилье. И со своей стороны муниципалитет и главы поселений ведут тоже системную работу по благоустройству поселений. Чему, конечно, благоприятствовала поддержка Ильдара Афанасьевича по выделению грантов поселениям и отдельное финансирование на благоустройство. Большой объем произведен работ. Настроение людей в целом позитивное. Оценили работу правительства на хорошо. Благодарят. Но, несмотря на это, есть ряд моментов, на которые надо уделить внимание.
Это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, обновления котельного хозяйства, сетевого хозяйства и вопросы сельского хозяйства. По итогам рабочей группы мы сегодня сформулировали те моменты, над которыми правительство и органы исполнительной власти должны системно и планово работать в течение 15, 16, 17 годов. Есть постановочные вопросы, которые сиюминутно не решаются, и они должны быть решены в среднесрочной перспективе. Ну и чувствуется поддержка муниципалитета, хорошая работа муниципалитета, связки муниципалитет, то есть поселение, муниципальный район и органы исполнительной власти республики, думаю, те постановочные вопросы населения будут решены.